Сите ние сакаме да бидеме среќни. Сакаме да сме здрави, да имаме пари, пријатели, да бидеме успешни во кариерата, да сме сакани, се во животот да биде добро. Человек любой плачет ночами. Не буквально, но человек тотально одинок на самом деле. Тотально одинок. На крајот на Вселената засветува звезда патеводителка. В мире что-то должно поменяться. Если не поменяется, то жить дальше бессмысленно. Во мало градче, непозната девојка дознава дека ќе стане мајка на Господ. Вот в этой простоте великой, в ней и есть ответы очень простые на все буквально вопросы, которые нас в жизни мучают. Дошол денот на Христовото раѓање. 2,5 милиарди луѓе секоја година го доживуваат тој настан како најрадосен, прекрасен празник. И те люди, которые в связи с Рождеством задумываются о смысле праздника, очень часто потом меняют свою жизнь. Подарки деткам покупают. Я так хочу подарок. А мне никогда не подарят. Никогда. Во светов има се што му треба на човек. Човекот има се за да го чувствува, гледа, да го слуша овој свет. Да биде среќен. Но зошто во овој свет никој не е поштеден од разочарувања, од болка и тага? Зошто не измамуваат, не отфрлаат, убиваат? Зошто паѓаат авиони и се уриваат домови? Зошто умираат деца? Если задавать себе этот вопрос бесконечно, или даже раз в неделю, потому что я вот буквально на прошлой неделе я везла в Иваново погибающего ребенка, и везли мы его на руках. Если я буду искать ответ на этот вопрос, или, не приди Господи, я найду то, что я считаю правильным, я не смогу работать. Во овој свет злото останува неказнето, а доброто победува само на филм. Блиски луѓе заминуваат, домови запустуваат, парите обезвреднуваат, пријателите изневеруваат. Человек очень часто теряется на жизненном пути. Маленький человек, человек Чехова, маленький человек в Сербии, маленький человек в Англии. Живет без идеи о Боге внутри себя и без идеи о времени и пространстве. Кога го погледнувам твоето небо, дело на твоите раце, месечината и звездите кои си ги поставил ти. Што е човекот, та го паметиш? Од времето кога цар Давид го поставил тоа прашање, светот многу се изменил. Вооружени со научни знаења и технолошки достигнувања, сепак крадешком се прекрастуваме кога седнуваме во авион и во тешки моменти со шепот се молиме: Господи, помогни. Подразбирајќи дека постои некој што ќе не слушне, ќе помогне, ќе не спаси. Некој што е заинтересиран за секого од нас. Чем больше я работаю
тем больше я понимаю хрупкость вот этой жизни. Я понимаю, что если не надеяться на что-то там, то вообще наше существование какое-то бессмысленное. Пари, стабилност, моќ. На обезбедените луѓе им се достапни сите задоволства од сите краишта на светот. Вечните вредности безнадежно застареле. Љубовта веќе ја нема. Останале само желбите. Како да брзаат да земат што повеќе од овој свет, зашто инаку светот би служел. Римската империја, 1 век пред Христа. Во државата бил најмодерен епитафот: бев ништо и сега станав ништо. Минувај. Јади, пи, весели се. Это не про то, что когда-то где-то было, это то, что в нашей жизни происходит постоянно. Все можно, все доступно. Ты смотри, какой, не бойся, давай, во все тебя, лети куда хочешь, делай, что хочешь. Давай только вот с огромной скоростью, ведь жизнь, она проходит очень быстро. Тебе надо все попробовать, тебе надо все успеть. Во уредената и стабилна Римска империја се појавува маса учители, пророци и хипнотизери кои тврдат дека ја знаат тајната на бесмртноста, бидејќи сите сакаат да бидат среќни и слободни, а никој не сака да умре. На самом деле, основным критерием наших поступков часто бывает именно она, смерть. Вот. И если человек живет вот под знаком смерти, разве он может быть свободен? И речиси истовремено во разни земји и разни религии се појавува чувство на напрегнато очекување на одговорот на најважното прашање за човекот. Этот период времени, этот век, он приходит к концу, он обветшал, он связан с нарастающим злом. Наступят новые времена, наступит время освобождения, духовного освобождения. Ждали даже греко-римские язычники. Можно вспомнить знаменитую 6-ю эклогу Вергилия, где говорится о таинственном младенце, совершенно таинственном, с рождением которого все должно измениться. Во Вавилон и Персија се уверени дека на земјата само што не се родил Спасителот, односно царот на царевите, кој е предскажан во светите книги. Вавилонските жреци, астрономи, се обидуваат според движењето на планетите да го пресметаат времето и местото на неговото појавување. Кога во созвездието Риби се соединуваат Јупитер, Сатурн и Марс, за нив тоа означува дека Спасителот ќе се појави приближно по година време, и тоа ќе се случи во земјата Јудеја. Многу векови подоцна таа појава ќе ја наречат Витлеемска ѕвезда, а астрономите маги, мудреци. И под светлината на таа ѕвезда мудреците ќе тргнат на пат за да се поклонат пред Спасителот. Мы называем Спасителя светом правды, солнцем правды. Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирове свет разуму. Свет разума для всего мира, солнце правды. А что такое свет? Свет помогает видеть, различать предметы, видеть путь. В темноте мы не можем видеть пути. Легко сорваться в пропасть, сбиться с пути. Наши жизни, наше существование скованы и зажаты нашими страхами. И это очень мешает нам жить. Бывают, конечно, минуты радости, короткие мгновения счастья, мгновения благодати, но это очень зыбкое состояние. Само во детството имавме толку многу среќа, што не можевме да ја опфатиме в раце. Сите луѓе изгледаа мудри и добри. Секој ден ветуваше возбудливи откритија. Правевме скривници во снегот, а поделката се остваруваа најтаинствените мечти.
И секоја година се обидуваме макар за минута да го сватиме тоа неверојатно чувство. Грозничаво купуваме подароци, трошиме астрономски суми за звончиња, играчки и колачи, милиарди свеќи, километри украси. У этого коммерческого измерения праздника есть много того, что, по крайней мере, у людей верующих вызывает озабоченность. Затмевается подлинный смысл. Подлинный смысл. Но, с другой стороны, даже этот коммерческий праздник способен при определенных обстоятельствах возбудить в сознании людей правильные мысли. И они же возникают, эти мысли, от созерцания рождественской елки, от какого-то покоя, которым овеян этот праздник. Зелената елка што ја поставуваме во домот не е само украс на интериерот. Таа е символ на светското дрво, на вселенската оска што ги соединува небото и земјата, вечноста и времето. Златните лампиони и фантастичните играчки со која китиме елката се подсетување на рајските плодови. Колку е поукрасена елката, толку поблиско е до нејзиниот прототип, до дрвото за познание на доброто и злото, бидејќи изразот добро и зло на староеврејски јазик значи се на светот. Украсувајќи ја елката, без да сме свесни за тоа, се враќаме во детството на човештвото, кога целиот свет до краиштата бил исполнет со чиста среќа и во него немало место ни за болка, ни за смрт. Сето тоа било некогаш во Едем, во рајската градина. Излегува дека во нас останал спомен за тој свет, но не останал и самиот тој свет. Зошто? Потому что мир, в котором мы с вами живем сегодня, это не тот мир, который был Богом сотворен. Потому что произошла та самая вселенская страшная катастрофа, которую мы называем грехопадением. Ровно поэтому. Таа историја им е позната на сите. Библијата раскажува дека првите луѓе, возлюбените чеда на Творецот на Вселената, живееле во рајска градина насадена специјално за нив. Едно дрво било посебно, дрвото за познание на доброто и злото. Бог побарал од луѓето да не ги јадат плодовите на тоа дрво. Како што малите деца не се способни да ја сватат сета мудрост на светот, првите луѓе се уште не биле подготвени да познаат што е тоа добро, а что зло. Но луѓето не го послушале Бога. Если мы с вами вот так внимательно прочтем 3 главу книги «Бытия», мы все это увидим. Что как вот Адам и Ева отказываются от Бога. Как Адам и Ева легко-легко забывают, что Бог их любит, что Бог их Отец. А все это, между прочим, происходит. Все это все равно в присутствии Бога. Это же в раю все происходит. Бог все видит. Но почему же он не вмешался? Но почему же он по рукам не дал этому придурку Адаму? Не дал. Но дал другую возможность. «Где ты, Адам?» – говорит Бог. А то он не видит где-то. «Где ты, Адам?» Адам говорит: «Я услышал тебя, ходящего в раю, и спрятался, потому что я наг, обнажен». «Кто ж тебе сказал, что ты наг?» – говорит Бог. «Уж не ел ли ты плода с древа познания, которое я запретил тебе есть?» Вообще, как с маленьким ребенком. Как папа с маленьким ребенком. Он все видит, он все знает. Он только ждет одного: «Да, папочка, я это сделал, прости меня». И что говорит Адам в ответ? «Жена, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел». Жена плохая. Ты мне дал плохую жену, я не виноват. То есть сразу раз и отвернулся. К жене, может, она: «Зачем ты сделала это? Змей искусил меня». Все. Токму тој момент Библијата го нарекува гревопад. Луѓето отпаднале од рајот, од полето на абсолютна љубов. Изгнание из Эдемского сада – это не наказание, это спасение. Они больше в этой обжигающей любви Божьей, в этой гармонии, которую они сами сломали, они находиться не могут, им будет больно.
Им невозможно там находиться. И их нужно оттуда убрать, чтобы они продолжали жить. Вот она свобода, вот она так дана. Вот она дана, и обратно ее отнять нельзя. Они уходят от Отца. Ну тогда уходите. Вот вам. Вот весь мир, он для вас. Човекот бил замислен и создаден како центар на светот, вели Библијата, а неговата лична катастрофа предизвикала и вселенска катастрофа. Од тогаш во овој свет постојат болка и смрт. И в этом винить первых людей не приходится, потому что каждый из нас тысячи раз, если не больше, повторяет грех Адама. И свободно отказывается от Бога, свободно совершает грех. Что же он делает? Он потом Сына им отдает, нам отдает, чтобы все-таки нас к себе вернуть. И ете, во мало провинцијално градче, илјадници километри далеко од светските престолнини, непознато девојче слуша добра вест, дека таа ќе стане мајка на Господ. Здесь нам свидетельство о том, что по-настоящему история творится не царями и президентами, и что не там, где известные миру сему вершители, казалось бы, судеб, совершается главное для всего человеческого рода, а там, где почти никто об этом ничего не знает. Но вообще она была не самой обычной девочкой. В ней сошлась некая предельная концентрация того, что мог дать человеческий род за всю историю всех тех бесчисленных поколений, которые ждали этого момента. Марија побрзала. Во нејзините уши прозвучиле зборовите кои таа ги слушнала пред неколку години во мугрите. Радувај се, благодатна, Господ е со тебе. Ти ќе зачнеш во утробата и ќе родиш син, и ќе го наречеш со името Исус. Тој ќе биде голем и син на Севишниот ќе биде наречен, и неговото царство ќе нема крај. Тој ден таа му кажала на Јосиф, за кого што била верена и живеела во неговиот дом, дека треба да ја посети старата роднина Елисавета. И отишла. Елисавета била единствената на светот со кого таа можела најотворено да поразговара. Како и сите други, Марија знаела дека наскоро ќе дојде долгоочекуваниот со векови. Се покажало дека тој веќе дошол, дека е тука, со неа. Но која всушност е таа самата? Не е царица, не е пророчица. Уште и било кажано дека Елисавета, која остарела бездетна, сега е бремена 6-ти месец. Елизавета. И за что это мне? Что пришла мать Господа моего ко мне? Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. По 3 месеци Елисавета ќе го роди Јован, кој ќе стане голем пророк и ќе биде наречен крстител или претеча, бидејќи на сите ќе им возвести дека во светов дошол Спасителот. Православната црква го празнува благовештението на Пресвета Богородица на 7 април, точно 9 месеци пред Христовото рождество. Но это русская традиция – выпускать птицу на Благовещение, потому что пришел день спасения. Начинается освобождение рода человеческого. Но ослободување од што? Ние сме слободни луѓе. Сами го планираме својот живот. Можеме сами да измениме многу нешта, ако посакаме.
Обычно считается, что мы свободны, когда можем путешествовать, когда можем купить дом, машину, телевизор, когда можем получить ту свободу, которую даруют деньги. Но от старости это нас не спасет. Не спасет и от смерти. Пока смерть властвует над нами, мы ее рабы, мы ей принадлежим. Мы думаем, как ее избежать, мы думаем, как ее отдалить, мы думаем, как о ней забыть, мы думаем, как от нее избавиться, мы думаем, как сделать так, чтобы после нас оставшиеся эта смерть не поглотила и не превратила в труху. Какое завещание составить, как имущество правильно разделить. Материальный мир – это огромное осложняющее обстоятельство, которое сегодня начало и конец всему. Во овој свет, вечноста веќе ја нема, останало само времето. И со секоја помината година, време останува се помалку. И секоја година, кога старото време завршува, а новото се уште не започнало, се чини дека е можно да се надомести пропуштеното. Представляешь себе, что все будет хорошо, стоит только поменять то и это. Машину, обувь, мужа, жену, дом, профессию. Секој пат во новогодишната ноќ, ние упорно замислуваме желби и си ветуваме дека се ќе се смени, одлично знаејќи дека ќе дојде утрото, ќе догорат светите, елката ќе се тргне и се ќе остане како што било. Думаю, что эта магия новогодняя, особенно в России, была связана именно с тем, что Рождество не было в чести. По Октомвриската револуција, Божик во Русија го укинале како застарена измислица. Но многу бргу станало јасно дека празникот може да биде забранет, но не и уништен. И тогаш, советските идеолози го лажирале празникот, едноставно преместувајќи го акцентот од Божик на Нова година. Но длабоката смисла на Христовото рождество никаде не исчезнала. Луѓето сакаат да бидат подобри и се надеваат на чудо. И разнобојните украси, слични на рајски јаболка, како и порано ја красат елката, символ на новата вселена, бидејќи на врвот на елката свети Витлеемската ѕвезда, небесното тело кое ги одвело мудреците астрономи до местото на раѓањето на Исус. Ете, ѕвездата што ја виделе на исток, одела пред нив. Мудреците кои ги познале тајните на Вселената, носеле ковчежиња, подароци за долгоочекуваниот со векови. А кто оказался неспособным воспринять весть о Рождестве? Царь Ирод. На вершине власти и могущества. Но он, наверное, точно не обладал ни добротой, ни чистотой сердца и наверняка не обладал высокими знаниями. Вот очень часто воинствующая посредственность, защищая свой мир, маленький мирок, созданный самими собой, не желая ни вторжения в этот мир никаких высоких идей. Все хорошо, все прекрасно. Встал утром, поел, поспал, пошел на работу, сделал какие-то свои дела, получил деньги, потратил, нагрешил. Это мой мир. Вот в сознание такого человека весть о Рождестве включена практически не может. Потому что он всем своим нутром будет отталкиваться от этой вести. Вечерта на 31 декември, во православните храмови, во очекување на празникот Рождество Христово, служат празнична молитва, благодарат за се што било и молат благослов за следната година. И так хорошо, вот когда стоишь в храме, тишина, вот этот запах воска, свечи, так красиво. У нас уже традиция на протяжении, скольких, может, лет 15. Мы перед Рождеством печем пряники. За окном
такая красота, снег вот кружится, вьется. Вот просто атмосфера сама вот напрашивается эти пряники раскрашивать. Дома, конечно, наводится идеальный порядок. Елка наряжена, подарки стоят. Традиция подарков идет от волхвов. Потом уже в Рождество все немного волхвы становятся. Брзајки по продавниците во декември, бирајки новогодишни и божикни подароци, ние го продолжуваме древниот обичај започнат од евангелските мудреци. Но за предавање на подароците ангажираме фантастични ликови. Дедо Мраз, тоа е херој од старите словенски басни, домаќинот на зимата, Мразко, додека Санта Клаус го измислиле во Њу Јорк. Името на Свети Никола, епископ Мирликиски кој живеел во 4 век во Мала Азија, го позајмиле во извртена форма. Тоа е Николај Чудотворец, најпочитуваниот и најпопуларен светител во словенската православна традиција. За Свети Николај постојат многу преданија. Според едно предание, еднаш тој дознал за 3 добри девојки, чиј татко осиромашил и немал пари да ги омажи своите ќерки. Епископот Николај решил да им помогне на девојките и во ноќта пред Божик фрлил низ оджакот златни монети кои паднале право во чорапите кои се сушеле. И ете, сега децата од целиот свет пишуваат трогателни писма на Санта и на Дедо Мраз со цврста надеж дека нивните желби ќе бидат чуени и исполнети. А важно ли е кој го донел најдобриот подарок на светот? Таткото внимателно маскиран со брада или актер повикан по телефон? Конечно, подарокот го добиваме не заради нешто, туку едноставно така, како пројава на љубов која за возврат не бара ништо. Каждый подарок он себя, конечно, прежде всего несет знак любви. В любом случае, конечно, это так. Вот. А потом все-таки в Рождество принято дарить подарки прежде всего детям. Вот. Это они в этот праздник считаются главными, потому что в каждом из них проглядывает лик Христов. Есть что-то парадоксальное, но правдивое в том, что современное общество возвращается к христианским темам и празднованию Рождества. Я неверующий, но я люблю христианство, пусть и как неверующий. Этот призыв христианства – призыв к любви. Это действительно школа любви, в которой воплощаются 3 главных христианских добродетели – вера, надежда и любовь. Другое дело – причины, по которым человек изначально приходит к Богу, не могут быть бесконечно различны. Человек, когда сталкивается с конечно важным в жизни, будь то смерть, будь то болезнь, будь то, наоборот, радость предельная, или выборы, которые в жизни нужно осуществлять, и мне не по силу одному их понести. У «Машины времени» есть замечательная песня, она идет по жизни смеясь. Вот это же про нас, да, и все с восхищением смотрят ей вслед, не замечают, как плачет ночами, так, кто идет по жизни смеясь. Человек любой плачет ночами, ну, не буквально, но человек тотально одинок на самом деле. Тотально одинок. Это тоже следствие вот этого страшного, этой страшной космической и личностной катастрофы, которая произошла на заре человечества. Некогаш првите луѓе престанале да му веруваат на Бога. Они уходят сейчас из дома. Они сейчас бросают родительский дом. Они отвернулись от отца. Они ни слова любви, ни слова благодарности, ни слова покаяния не сказали. Нет. Только христианство больше всего осмысляет отношения Бога и людей, как отношения отца с детьми. Мы же прекрасно понимаем, что в нормальной семье, вот что бы ты ни делал, тебя всегда будут любить. Будут плакать о тебе, будут переживать, будут там ночи не спать, но будут всегда любить. Забораваме да им се јавиме. Ги избегнуваме деталните распрашувања.
како се да е нормално. Но знаеме дека тие мислат на нас во секој момент, се гордеат со нас, се грижат за нас, ни простуваат и не чекаат. Секогаш. Какви и да сме. И тоа ни дава сила. Имаме со кого да споделиме радост и тага. Има од кого да побараме помош или совет, или само да се пожалиме. Додека се живи нашите родители, тие се таму, на крајот од осаменоста, и не покриваат со себе. А ако ги нема? Давайте честно скажем, каждый из нас переживал моменты, когда мы понимаем, что никто вот сейчас тебе не может ничего. Ты не понимаешь, кто может быть рядом. Когда он понимал, что вот сейчас он один. И здесь вот только Бог может быть рядом. Бог толку го возлюби светот, што го даде својот еднороден син, за секој што верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Зашто Бог не го испрати својот син во светот за да му суди на светот, туку за да биде спасен светот преку него. Евангелие според Јован, 3 глава. С точки зрения истории человеческого спасения, а именно с этой точки зрения и нужно смотреть на Рождество. Это событие явилось радикальным изменением хода всей жизни людей. Една глува ноќ во Витлеем, историјата на човештвото добила нов почеток. Не бойтесь, мы пастухи. Мы были в ночном пристаде. И вот с неба сошел ангел и сказал: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Родился вам сегодня Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знамение. Вы найдете младенца, спеленутого и лежащего в яслях». Марија ја попушти цврстата преградка. Нејзината среќа веќе не и припаѓаше само нејзе. Праздник начинается с сочельником. Это древняя традиция, когда на вечере предпразднества, ведь мы знаем, что часто, собственно говоря, подготовка к какому-то событию, торжеству, нашему личному, или ожидание чего-то, оно вот не меньше, чем сам праздник, а иногда и больше. И вот уже на самом исходе рождественского поста, в его последний день, самый строгий сочельник, совершается великолепная служба, литургия сочельника. Сочелник е од зборот сочиво. Тоа е посебно подготвено јадење од цели варени зрна пченица или јачмен со мед и сок од бадеми. Во денот наспроти Божик, многумина во Русија јадат само сочиво и пијат компот од сушено овошје. И обете имаат символично значење.
Компотот взвар, според стар обичај, го варат при раѓање на дете, а сочивото, пченица, се дава на спомени на упокоени. Ведь вспоминается не только Рождество, но вспоминается и крестная смерть Спасителя, положение в гроб. Как образно сказал один богослов, над Вифлеемской пещерой уже вставала тень креста, тень Голгофы. Для меня Рождество – праздник очень тихий. Это, наверное, одна из самых, если так можно выразиться, застенчивых служб в православной церкви. Она никогда не яркая, броская, там никогда нет большого количества огней. Она такая очень нежная, очень внимательная. И поэтому для меня вот Рождество какой-то очень нежный праздник. Вот эта внутренняя благодать праздника, она ощущается людьми даже далекими от всяких размышлений на религиозную тему. Говорят, семейный праздник, праздник тихой радости, праздник созерцания звездного неба, праздник перед этими замечательными домашними красиво украшенными елками. Вот теплота этого праздника, она, конечно, от родившегося Христа Спасителя. Он как бы в этот день прикасается ко всем. По враќањето од црква се поставува божикната трпеза. Под чаршавот ставаат сено во спомен на витлеемските јасли. Чиниите, приборот за јадење бил најдобар во слава Божја. Седнуваат на трпеза кога на ноќното небо ќе се појави првата звезда. Сите јадења се вкусни и празнични, но постни, без месо и млеко, бидејќи постот се уште не завршил. А традиционалното јагне, гуска или прасе се подготвува кога ќе настапи деното Рождество, Божик, на 7 януари. Если мы возьмем церковный, календарь, которого придерживается Русская Православная Церковь, там будет написано 25 декабря. Правда, в скобках будет написано 7 января, потому что у нас в гражданской жизни принят григорианский календарь, поэтому, когда по юлианскому 25 декабря, по григорианскому уже 7 января. Во секој случај, датумот на празнување на Христовото рождество е условен датум. Вистинскиот датум во Евангелието не е запишан. Во времињата на првите христијани, огромното мнозинство римјани се уште биле пагани и главен празник бил денот на раѓање на непобедливото сонце, зимскиот солстиција. И во 431 година, отците на црквата го утврдиле токму тој ден за празнување на Христовото рождество како почеток на новиот свет. А годината кога се родил Исус Христос станала прва година на новата ера. Рождество Христово – это ключевое событие человеческой истории. И не случайно летоисчисление вот именно от этого события ведется. И люди, даже не принадлежащие к христианской традиции или какой-либо другой религиозной традиции, принимают этот факт. С этого момента, с Рождества Христова, начинается просто новый отсчет времени, потому что Бог и человек стали вместе. Како и секогаш, стариот Симеон отишол во храмот рано наутро. Спасителот требало да се појави овде буквално за некој ден. Може би денес. Со таа мисла тој живее многу години. Одамна Симеон бил известен. Тој нема да умре додека не го види Спасителот. Целиот Ерусалим знае за тоа.
Некои одат таму само за да го видат стариот праведник, а патем и да ги чујат новостите. Симеон не се вмешува во разговорите, тој чека. Симеон се изморил и од чекањето и од животот. Премногу зла, подлости, измами виделе неговите очи. Но Господ не дозволува тие очи да се затворат и тој да се упокои. На влезот стоела млада жена, држејќи во прегратката новороденче. Маж купувал гулаби за жртва. Ништо посебно. Младо семејство пристигнало да принесе во храмот жртва, како што е пропишано при раѓање на прво дете. Но Симеон одеднаш во себе почувствувал. Неговото чекање завршило. Таков стариот првосвештеник се уште никој не го видел. Околу него почнале да се собираат луѓе, но Симеон никого не забележувал. Ги испружил рацете. Младата мајка со доверба му го дала детенцето. Господи, ныне отпускаешь раба Твоего, ибо видели очи мои спасение Твое, который Ты уготовил всем народам. Детето го гледало и како внимателно да го слушало. Симеон го предал детето на мајката, ги затворил очите и тргнал низ столпата. Тој сакал последното што го видел на овој свет да бидат очите на Спасителот. Старец Симеон, который ждал этой встречи по преданию церковному несколько сот лет, ждал вот этого момента, когда Бог войдет в его жизнь. И как только это с ним случилось, все вопросы для него были совершенно разрешены. Абсолютно все вопросы, которые ставит этот мир перед каждым из нас, они не то, что разрешаются в том смысле, что на них сразу находятся ответы. Вот. Нет. Просто человек понимает, что ответ всегда есть. Это особенно важно, конечно, для современного человека. Современное общество не является обществом традиционным во многом. Люди исповедуют свою полную автономию. К чему на практике это приводит? Человек сам в каждый момент времени определяет, что хорошо, а что плохо. И возникает вопрос, а на основании какого критерия? Мы знаем, какая сумятица в человеческих мозгах. Даже еще то, что вчера было совершенно общепринятым, взгляды на честь, на справедливость, на человеческое достоинство, на то, что нравственно и безнравственно, сегодня подвергается переосмыслению. У человечества есть опасность просто провалиться, запутаться во всех этих многих путях, которые неизвестно куда ведут. Христос нам дал вот этот маяк. Солнце правды, свет истины. В этом смысле действительно это удивительное событие человеческой истории. И те люди, которые в связи с Рождеством задумываются о смысле праздника, очень часто потом меняют свою жизнь. Во 2003 година списанието New Scientist објавило истражување на група независни научници, психолози, за тоа кои фактори го определуваат степенот на човековата среќа. Во текот на истражувањата на сите континенти биле спроведени анкети со огромен број луѓе на различна возраст и со различна социјална положба. Резултатите од истражувањата биле неочекувани. Наспроти општо прифатеното мислење, количината пари не влијае на степенот на среќа. Меѓу богатите кои влегуваат во списокот Forbes, процентот на среќни луѓе не е повисок од оној на жителите на провинциите. Возраста исто така се покажало дека нема влијание. Меѓу студентите нема многу повеќе среќни луѓе отколку меѓу пензионерите. Трите основни фактори кои определуваат среќата се добро семејство, многу пријатели и верата во Бога. Я думаю, что
Вообще люди верующие, конечно, самые счастливые люди на свете. Потому что, когда человек вот встретился с Богом по-настоящему, человеку ничего не страшно, вообще ничего. Потому что если он с Богом в таком состоянии, ничего не может быть более наполняющего человека. Потому что Бог – это полнота. А я это все время чувствую, и в своей жизни все время чувствую Христа. Это вопрос, насколько ты готов общаться. Вот у меня ребенок к Богу обращается, начиная от того, что когда у него температура 40, и заканчивая тем, когда он не может там сложить лего. Да? То есть у него этот разговор идет постоянно. И это правильно, и в этом ничего, да, казалось, какое там лего, Господь и лего, да, где две эти вещи, да, а это правильно абсолютно. И он вообще по-другому не для себя. Вот я вижу его, он счастливый в этом плане, потому что он вообще по-другому для себя не мыслит жизнь, в принципе. Ведь в каждом человеке есть что-то внутреннее, очень целостное, ценное, чистое. Часто мы заглушаем эту внутреннюю чистоту своими грехами, но все-таки сохраняется вот этот образ первозданной природы в каждом из нас. Поэтому абсолютное большинство людей, к счастью, способны слышать голос неба. Во Евангелието, простите овчари го слушнале тој глас и отишле кај новороденчето уште истата ноќ. А високообразованите мудреци, астрономи, кои ги познавале тајните на Вселената, патувале до него цела година, преку ридови и пустини, но сепак пристигнале. И откако му се поклониле и ги отвориле своите ковчежиња, му ги принеле даровите – злато, ливан и смирна. Златото како на цар, ливанот за кадење во храм како на Бог, а смирната, благомирисна смола што ја користеле при погребување, му ја принеле како на човек. А што ние денес можеме да му подариме на Бога? Мы очень многое можем сделать. Как я сказал, Бог нас сотворил свободными. Перед нами любой выбор. Но ведь есть некий выбор, который соответствует Его желанию, Его воле. Бог предназначил нас всех к безграничному развитию и совершенствованию. Вот эта программа божественная, это устроение мира и человеческого общества и человеческой личности по закону Божьему. И если в день Рождества Христова мы просто честно спросим себя, а я живу по этому закону? И ответим, нет, не живу. Прости меня, Господи, и помоги мне жить по этому закону. Вот, может быть, идущее от сердца это обращение к Богу будет самым великим подарком. Исус Христос дошол во овој свет за секој од нас да знае дека Бог не љуби нас луѓето. Светот не станал рај, но сега во него има одговор на главното прашање – како да се биде среќен. За да се измениме себе си и светот околу нас, за да се вратиме кон Бога, едноставно мора да љубиме. Не мора да правиме големи дела, може да правиме и мали, но со голема љубов. А добри дела, веројатно, можно е да се прават и во други денови, како за Божик.